При заключении брака супруги могут оставить каждый свою фамилию, выбрать общую фамилию одного из супругов или объединить их. Эти данные будут внесены в запись акта о регистрации брака и в свидетельство о регистрации. Если меняется фамилия, необходимо заменить и все основные документы. Как это сделать и сколько придется заплатить, рассказали интинцам специалисты территориального отдела МФЦ в ходе прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми. Первый документ, который необходимо заменить – паспорт. Сделать это можно по месту жительства или по месту пребывания, обратившись в территориальный орган МВД, в МФЦ или оформив электронное заявление. За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации уплачивается государственная пошлина в размере 300 рублей. При подаче заявления онлайн действует скидка 30%. В таком случае сумма пошлины составит 210 рублей. Если меняется фамилия, необходимо в течение 30 дней подать документы на смену паспорта. Срок замены паспорта 10 дней. Пакет документов стандартный, как и на замену паспорта по достижению возраста 20-45. Это фотографии, документы для проставления отметок, это свидетельство о рождении детей до 14 лет при наличии. Соответственно, свидетельство о заключении брака и оплата госпошлины 300 рублей. 2 личные фотографии. После того, как поступит нам результат, паспорт, заменяются документы СНИЛС и ИНН. Саму карточку с номером индивидуального лицевого счета менять не нужно, однако о смене фамилии необходимо сообщить. Вместо новой пластиковой карточки вы получите бумажное или электронное уведомление об изменении данных. Наши привычные зеленые карточки, они уже упразднились, и сейчас просто выдается уведомление, в котором содержится номер СНИЛС. И через нас, это тоже новшество, СНИЛС мы выдаем в момент обращения. То есть получили паспорт, мы оформили заявление, отправили это все в программу, и в программу уже нам поступает ответ. И мы сразу выдаем заявителю. То есть он уходит у нас сразу с номером СНИЛС. При перемене фамилии ННН гражданина остается прежним, а свидетельство ИНН заменяется по желанию. Свидетельство с новой фамилией можно скачать в электронном виде в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или получить в многофункциональном центре. Заявление также составляем мы. Нам для этого требуется паспорт, свидетельство о заключении брака и срок оказания услуги 5 дней с момента получения документов налоговой. Пакет документов мы отправляем почтой в Печору. То есть где-то примерно еще около 4 дней на пересылку. То есть услуга будет оказана в 10-дневный срок, так скажем, приблизительно. Водительское удостоверение после смены личных данных тоже необходимо заменить, так как оно будет считаться недействительным. Штраф за вождение с такими правами, как и за вождение без прав, от 5 до 15 тысяч рублей. Нужно получить новое водительское удостоверение. Здесь у нас также идет паспорт, документ, подтверждающий изменение персональных данных, свидетельство о заключении брака. Если заявитель хочет, чтобы у него было водительское удостоверение, продлялось, скажем, на 10 лет, то нужно предоставить медицинское заключение. Если просто по замене фамилии, то медицинское заключение не нужно предоставлять. То есть если у меня водительское удостоверение до 23 года, а я поменяла фамилию в 21 году, у меня есть 2 года, то есть оно еще действительно. Просто я меняю персональные данные. Если через нас подают документы на замену водительских прав, нужно предоставить еще фотографию на флеш-накопителе. Оплата госпошлины 2000 рублей. Здесь я остановлюсь, что документы, паспорт и водительское удостоверение можно произвести замену, подать заявление через портал госуслуг.
В данном случае госпошлина будет меньше. То есть там 30% скидка, по-моему, при подаче через портал госуслуг. Не требуют замены документы о получении образования, а также связанные с наличием имущественных прав, например, свидетельство о праве собственности на недвижимость. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о браке. По желанию можно внести сведения в ЕГРН. Для этого нужно оставить заявку на портале госуслуги или обратиться в МФЦ. Если, например, есть объект недвижимости какой-то, квартира, гараж, земельный участок, также можно подать документы через нас на внесение изменений в ЕГРН. Для этого паспорт, свидетельство о заключении брака, госпошлина 350 рублей. И результатом будет новая выписка из ЕГРН с новыми уже данными. Так, ну и последний документ – это загранпаспорт. Если есть действующий загранпаспорт на старую фамилию уже, после получения нового паспорта можно подать документы на получение загранпаспорта. Также эту услугу можно получить и на портале госуслуг. Через нас, если к нам обращаются, это нужно 3 личные фотографии, паспорт, свидетельство о заключении брака и квитанция об оплате госпошлины 2000 рублей. Загранпаспорт можно заменить в отделе миграции Министерства внутренних дел или онлайн на портале госуслуги. При подаче электронного заявления с онлайн-оплатой действует скидка 30%.